скажем, изменение климата, когда происходит снижение водности, да, происходит нехватка питьевой воды, именно женщины в связи с этим несут наибольшую нагрузку. Почему? Потому что в силу сложившихся гендерных стереотипов, в силу распределения традиционных гендерных ролей именно женщины занимаются домашним хозяйством, женщины занимаются уходом за детьми, уходом за пожилыми родственниками, и женщины большую часть своего времени вынуждены тратить на вот эти обслуживание вот этих семейных и домашних потребностей, да, на так называемый репродуктивный труд, в то время как мужчины в силу, опять же, сложившихся стереотипов вроде как занимаются какой-то такой продуктивной деятельностью за пределами домохозяйства. И, скажем, например, в сельской местности, где у нас проживает 2/3 населения страны, к сожалению, доступ к чистой питьевой воде и к санитарии в связи с изменением климата будет, я так полагаю, снижаться. Да? И в условиях, скажем, например, развития дефицита воды, да, женщины вынуждены приоритизировать потребности, то есть сначала тратить имеющиеся ресурсы водные, питьевой воды, я имею в виду, на приготовление пищи, и только потом на гигиенические какие-то потребности. В связи с этим возрастает риск острой кишечной инфекции у детей. Невозможно детям прививать стойкие какие-то гигиенические навыки, поскольку этой воды не хватает. Да? И если, например, скажем, ребенок заболевает диареей, острой кишечными инфекциями, рвотой, да, естественно, все эти риски ложатся на женщин. То есть нагрузка на женщин по уходу за этим ребенком еще более возрастает. И, соответственно, возрастают, опять же, потребности в воде. И так по кругу. Да? И получается, что вообще у нас в домохозяйствах, там, где нет доступа к чистой питьевой воде, именно в сферу ответственности женщин входит доставить эту воду в домохозяйство. Именно женщины и дети, кстати, занимаются тем, что приносят воду домой, и получается, что у них все меньше и меньше времени остается на какую-то деятельность за пределами дома, допустим, на экономическую какую-то деятельность, на участие там в общественной, какой-то политической, культурной жизни и так далее. То есть получается, что вот снижение количества воды влечет за собой, еще раз говорю, увеличение нагрузки на женщин и тем самым как бы препятствует им в реализации других каких-то своих прав. Также женщины традиционно отвечают за приготовление пищи, да, в условиях, опять же, изменения климата, может быть, снижения урожайности. Женщины традиционно отвечают за приготовление пищи, да, в условиях, опять же, изменения климата, может быть, снижения урожайности, да, и снижения вообще количества еды и энергетической ценности еды, да, которую потребляют женщины, дети и мужчины. Да, то есть женщина, опять же, вынуждена приоритизировать потребности, да, то есть и, скажем, есть уже такие исследования, которые говорят о том, что в условиях дефицита продуктов женщины предпочитают там накормить детей, других членов семьи, да, сами могут где-то даже испытывать недоедание. Но таким образом, опять же, возрастает нагрузка на женщин и на здоровье женщин, тем самым здоровье ухудшается.